Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. Ровно 5 лет назад, 1 февраля 2018 года, из телевизоров впервые прозвучали новые позывные, появилась заставка нового телеканала «Якутия-24». Совершенно новый для республиканского телевидения формат. И сегодняшний выпуск «Якутия Лайв» мы решили посвятить тем людям, которые работали и работают над созданием и развитием нашего телеканала. Прошло, наверное, 8-9 лет тому назад впервые начали говорить о том, что нужен второй телеканал, полностью информационный, русскоязычный телеканал. Тогда еще брали лицензию, телеканал назывался «Саха-24» и не понимали концепцию, как оно должно работать, потому что не было у него финансирования. Да? То есть идея в компании возникла? Да, идея в компании родилась, что такой телеканал должен быть. Конечно же, идею тогда исходила из коллектива. Тогда служба информационного вещания говорила о том, что мы на самом деле можем полностью информационный канал создать при условиях дополнительного финансирования. Ну и как-то все это не двигалось, но вот 5 лет тому назад, ну получается практически 6 лет тому назад, корабль тронулся, когда сказали, да, действительно, такой канал нужен, когда все поняли, что и пришли в одно мнение. На самом деле же было очень много тех людей, которые говорили, зачем это нужно, нецелесообразно, зачем создавать второй телеканал, ну и так далее. Да? Но в итоге волевым решением было решено, и когда выделили средства и начали писать концепцию, тогда генеральный директор Нина Прокопьевна, она в свое время, очень долгое время руководила информационным вещанием, поэтому она четко, ясно понимала, как все это должно быть, как должен работать телеканал. Ну и когда все это начиналось, были очень сжатые сроки, помню, буквально 4 месяца, по-моему, что 1 февраля вы должны стартануть, это получается до Нового года все было принято. И в эти 4 месяца, короткое время, коллективу удалось сделать так, чтобы канал вышел в первый эфир. Канал вышел в первый эфир, это было 1 февраля. И, ну, понятное дело, что это создается абсолютно отдельный канал. И получается, что внутри телеканала должно быть разделение. То есть, если это отдельный телеканал, абсолютно отдельный, который не связан с НВК «Саха», то здесь должны быть свои операторы, свои режиссеры, свои редактора, которые никак не должны быть связаны с каналом НВК «Саха». Ну, в этом были сложности, но сейчас, на самом деле, и так оно и начиналось, когда в течение 5 лет все это вот, можно сказать, буквально вот недавно все это устаканилось, и теперь телеканал живет полностью отдельно, своей жизнью, и сегодня мы отмечаем уже 5-летие этого канала. То, что если отдельный канал создается, то у него должна быть отдельная студия. Начали думать, где должна быть эта студия, где будет эта студия. АСБ-1, которая основная тогда, бывшая студия НВК «Саха», телеканал НВК «Саха» не хотели отдавать этому каналу. Ну, в смысле, он тоже был полностью забит под производство основного телеканала. Ну и было решено создать студию на 1-м этаже, где была столовая, работала. Естественно, было сопротивление не только у коллектива НВК «Саха», но и у горожан, которые обедали в этой столовой. Да, очень хорошая столовая у нас была, но тоже волевым решением было решение о том, что там будет студия. И, представляете, за 4 месяца полностью все переоборудовали, полностью там были снесены все стены, построена новая телевизионная студия. Нам очень хорошо помогли наши партнеры по телекамерам, по пультам, ну, по всем составляющим студии телевизионной. Понятное дело, что за 4 месяца мы никак бы это не выкупили бы, но пошли к нам навстречу, и в течение года мы, помню, расплачивались с этой студией. Но все в срок мы выдали. Сегодня могу с уверенностью сказать, что телеканал уже крепко стоит на своих ногах. И понятное дело, что русскоязычный информационный телеканал – это тот канал, который должен делать очень много контента. Контента не обязательно для телевидения. Понятное дело, сначала она транслируется по телевидению, а потом уже этот контент, который делает этот телеканал, должен расходиться по всем возможным платформам, которые есть. Ну и этот канал работает для конкретных городов, для города Якутска, Алдана, Мирного, Нерингри, Ленска, получается. Да? И, соответственно, контент должен быть тоже направлен на эти города.
тоже. У нас есть филиалы в телеканале Якутия-24, которые полностью поддерживают этот телеканал. В течение 5 лет, конечно же, основной костяк сформировался у этого телеканала, но за эти 5 лет уже очень много сотрудников, которые приходили к нам, работали, уходили, и, можно сказать, сегодня через этот телеканал прошли около 200 человек уже. Сегодня мы перед каналом, конечно же, ставим одну единственную задачу. Это самая главная оперативность, достоверность, которая должна быть у всех информационных телеканалов. Ну и думаю, с этой задачей мы справляемся. Ну и, конечно же, с недавних пор мы решили, что телеканал должен быть не только информационным, но и немножко развлекательным, чтобы больше народу подтянуть. Понятное дело, что информационный телеканал интересует как телеканал, конечно же, немногих. Да? Если смотреть по статистике телесмотрения, то у всех информационных каналов оно низкое, на самом деле, по всей стране, даже по всему миру. Да? Когда добавляешь развлекательные элементы на телеканал, то сразу мы видим, что какой интерес появляется у телезрителей. Но сегодня можно уже с уверенностью сказать, что телеканал нашел своих зрителей, и очень надеемся, что будут только прибавляться. Руководителем нового телеканала был назначен Алексей Соколов. За короткое время ему предстояло набрать команду, организовать работу и запустить телеканал в эфир. Ну что, Леш, как тебе на привычном месте? Привычно. Честно говоря, зашел, редактор усадил на это место, так примерно и сказал, что привычное место. На самом деле очень хорошо. Зрители не видят тех изменений, которые произошли в студии. Но я вижу и понимаю, что за 5 лет на самом деле многое меняется, и дай бог, чтобы дальше менялось и развивалось. Это классно. Ну, телеканал – это во многом работа коллективная, кому как тебе это не знать. Вот как ты набирал коллектив и вообще сколько времени прошло с твоего назначения до запуска канала? И в 2017 году мне позвонила Нина Прокопьевна Харитонова, будучи тогда генеральным директором НВК «Саха», и сказала: ну, давай поднимать этот проект и будем запускать. Я, честно говоря, сперва скептически как-то отнесся к этому, ну, не в плане реализации, да, а в плане, насколько это серьезно может далеко зайти. Встретились, поговорили, обсудили, и я понял, что все, наконец-то проект действительно будет реализован, и начали работать над его реализацией. Особо кадровых проблем на тот момент я бы не сказал, что они были, да, потому что основой являлись новости НВК «Саха», которые имеют многолетнюю историю еще с советских времен и, в принципе, имели всегда самые высокие рейтинги. С этим проблем никаких не было. Другой вопрос был в том, что надо было организовать круглосуточное вещание. Да? То есть это и технические вопросы, это и штатное расписание необходимо было перекраивать, перестраивать. Полгода нам потребовалось, чтобы пройти определенный подготовительный этап. Помогали нам коллеги из телеканала «Россия-24», сюда приезжали, помогали. Также коллеги с региональных каналов, которые имели определенный опыт. Поэтому, ну вот как ты правильно, Ирина, говоришь, командная работа, благодаря той команде, которая была выстроена вокруг запуска этого телеканала, начиная там от технической дирекции, заканчивая творческим коллективом, собственно, и удалось 1 февраля запустить то, что мы запустили. А что самое сложное было? Самое сложное, ну, не знаю, сейчас, наверное, просто об этом может говорить. Самое сложное, скорее всего, было увязать все эти звенья, да, потому что вроде бы раньше все спокойно работало, каждый там по своим направлениям, были новостные блоки, были прямые эфиры на других проектах, а тут нужно было всю эту махину связать вместе. Коллективная работа, она увеличилась за счет смены и так далее, там штатное расписание увеличилось на тот момент в 3-4 раза, да, и, соответственно, если трудно было увязать, если бы не увязали, был бы хаос. На тот момент это удалось. Но ты же в первые дни был, ну не в первые дни, вообще ты был и
хочу, чтобы ты вспомнил первые дни. Ты же работал и директором, и ведущим. Вот в день первого эфира ты здесь встретил или смотрел по телевизору? Я, честно говоря, смотрел не по телевизору, я был в аппаратном, в ВСБ, в аппаратно-студийном блоке. Ну, я обязан был там быть, да, лучше быть там находиться, поскольку это первые шаги, и ну, в какие-то моменты, может быть, надо было принимать оперативные решения. Но при этом в первые дни запусков я все равно выходил в эфиры. Это надо было в первую очередь и мне, как руководителю, для того, чтобы и с этой стороны прочувствовать, где что не так, где какие моменты надо менять и так далее. Ну и, в принципе, сам по себе человек творческий, который, работая на телеканале, ну, не мог просто так сидеть там где-то в кабинете и заниматься только руководящей историей, поэтому творческая практика, она всегда нужна, особенно на работе, в телевизионной работе. Ну, так или иначе, твоя работа все равно связана, деятельность с медийкой, с информационкой, поэтому я не спрашиваю, смотришь ли ты «Якутия-24». Смотрю. И, честно говоря, я, наверное, из тех, кто уже ушел от классического телевидения, я смотрю его в интернете, и как раз-таки формат «Якутия-24» позволяет это делать фоново. То есть, ну, условно говоря, сидишь на рабочем месте, запустил в браузере телеканал на сайте, и ты сидишь и, собственно, во всей повестке этой находишься. Это обязательная составляющая, как ты правильно говоришь, все равно в медийке. Где бы человек не работал, который работал в новостях, он все равно всю жизнь дальше будет питать в себя новости. «Якутия-24» — это огромная составляющая во всей этой истории. То есть фоново сидишь и слушаешь. Ты в повестке, в общем, должен всегда находиться. А вот когда ты смотришь, ну или слушаешь, да, у тебя какое чувство при этом? Типа, ох, какой я молодец, как круто, что мы в свое время это сделали? Или иногда бывает чувство, что эх, вот сейчас бы я по-другому сделал? Нет, ну, это было бы неправильно, наверное, с моей стороны так как-то сидеть, рассуждать. Я вообще, в принципе, я за то, что всегда смотрю на развитие, да, и очень приятно, когда на телеканале появляются какие-то новые вещи, появляются новые лица. Это говорит о том, что канал идет вперед, канал движется, канал развивается. И ну, с этими же чувствами я и смотрю. Но в первую очередь, опять же, для меня телеканал — это как информационный ресурс. То есть я в первую очередь смотрю его как потребитель. Ну и там на втором, на третьем месте я уже смотрю как бывший руководитель телеканала. И смотрю я его только в этой точке зрения расцениваю как исключительно в позитиве. Я вижу, когда... Я прекрасно понимаю, что будут ляпы, да, когда что-то новое запускается. Это все неизбежно. И здесь говорить и думать негативно о коллегах, ну, это неправильно, потому что это первые шаги. Любой проект, когда он начинается, он не может быть идеальным. И по ходу его развития он выходит на тот уровень, на который должен выходить. И я это вижу сейчас здесь. Все, Леш, спасибо огромное. Тебя поздравляю, и твой тоже праздник. Спасибо. После ухода с канала Алексея Соколова бразды правления без лишних колебаний передали Марианне Тарасовой. Ведь с первых дней она работала заместителем директора и, как никто другой, знала всю его кухню. Марианна, когда тебе предложили возглавить телеканал, ты знала, на что идешь. Не было ли страшно? Ну, я бы не сказала, что я знала, на что иду, но я имела представление, что предстоит сделать, чего от меня ждут. Конечно, в первое время было очень тяжело, потому что когда ты выполняешь указания человека, это одно, а когда ты уже сам даешь людям указания, то в каком направлении развиваться, что нам строить, что делать дальше, это, конечно, намного тяжелее. Если вспомнить вот первые дни и сейчас, спустя 5 лет, какие изменения самые вот такие знаковые произошли? Ну, 5 лет – это, конечно, если подумать, то срок, да, на первый взгляд, но я помню, как мы запускались. Я помню этот первый день, когда все пришли на работу, и нам предстоял очень сложный эфирный день. Мы запустились в 6 часов утра, первый эфир прошел. И также мы закончили где-то, наверное, к 9 часам вечера. Ты тоже была в аппаратной? Да. Каждые полчаса мы выдавали эфиры. Это была вереница событий, вереница новостей, что-то новое для нас. Ну и гости, лица, новые люди. И вообще это было такое чувство,
мощной коллективной работы. Телеканал изначально был как чисто информационный, да? Позже к нему добавилось развлекательное тоже вещание, вот, любимые проекты зрителями. Почему было принято такое решение и как будет развиваться телеканал? Конечно, в первое время, когда мы запустились как информационный канал, мы сидели только на информационном потоке. Мы не могли, конечно, конкурировать с такими каналами, как «Россия-24». Они, конечно, имеют более широкий охват, да, и, получается, ресурсов у них больше. Далее нам руководство поставило такую задачу, чтобы мы начали набирать рейтинги. Да? В информационном поле этого достичь очень сложно, потому что если ты смотришь, изучаешь рейтинги, получается, что информационные программы смотрят одинаково с утра и до позднего вечера. А когда ты запускаешь проекты, это получается, что там получается какая-то интересная картина вырисовывается, диаграмма. И в первое время, когда нам поставили такую задачу, нам тоже было очень сложно, потому что приходилось перекраивать новости, кого-то перекидывать на другое поле, на другой объем работы. И из-за этого в первое время тоже ощущалось, что было сложно. И новостищиков переделать в классических редакторов больших эфиров, больших выпусков – это крайне сложная задача. Ну, я считаю, что ребята справились неплохо. На самом деле мы стали информационно-развлекательным каналом в то время, когда еще руководил каналом Алексей Александрович Соколов. Но я подхватила эту палочку. Сейчас мы знаем, куда идем, куда должны расти, в каком направлении работать. Ребята уже уверенно чувствуют почву под собой. Хочу, конечно же, отметить, что в этом году мы запустили проект «Танцуй». Это вот первая ласточка конкретно развлекательного канала. Это не просто эфир, это интерактивный эфир. И зрители, я очень надеюсь, что оценили его, и в дальнейшем мы хотим расти в этом направлении, пробовать уже другие какие-то жанры, чтобы люди приходили вечером, в выходные к нам смотреть развлекательные программы. Как изменилась команда? Понятно, вот как запустилась новая студия, в студии изменения и так далее. А как изменилась команда людей, которые вот начинали канал, и сколько из них до сегодняшнего дня дошли? Ну, что касается творческих единиц, там очень большое изменение, прям ощутимо. Если посмотреть, кто работал в первые дни, там очень большие изменения произошли. Но, тем не менее, они происходят как-то незаметно, потому что кто-то приходит, кто-то уходит, и такие изменения происходят всегда. Несмотря на то, какой ты канал, где ты работаешь и так далее, потому что творческим людям присуще менять поле работы, интересы и так далее. Ну и такой вопрос, как попасть на работу в Якутия-24? Мне студенты задают его часто. К нам попасть очень просто. Всего лишь надо подойти или позвонить, набрать почту, написать, отправить резюме с фотографией. Мы рассматриваем абсолютно все резюме. У нас есть интересные истории, когда люди приходили и не надеялись, что попадут к нам, но тем не менее таких историй очень много. Добро пожаловать, мы открыты для всех. Василий, добрый день. Ну что ж, каналу Якутия-24 исполнилось сегодня 5 лет. Давай вспомним, как ты попал на канал. Как ни удивительно, это не та история, где долго трудился, долго хотел, отучился, практиковался и вот получил свою. Нет, в моем случае сыграл случай. Так получилось, что мы в период 2017-2018 годов активно выступали с рок-группой, и в этот момент запускался круглосуточный телеканал. И руководство активно искало людей, потому что круглосуточное вещание требует большое количество сотрудников. И так получилось, что наше выступление заметило руководство, они со мной связались, предложили прийти, я пришел, попробовался. Мою кандидатуру утвердили, пригласили на работу. Первое время вел 5-минутные эфиры на НВК «Саха» утренние. Параллельно работал корреспондентом. Как сказал тогда действующий на тот момент директор телеканала «Якутия-24» Алексей Соколов, тебе нужно для начала поработать в поле. Вот я и работал в поле, только не с граблями и лопатой, а с микрофоном.
донимая людей своими вопросами. И так проработал 2 месяца, потом произошел запуск телеканала 1 февраля 2018 года, и с тех пор 3,5 года работал, трудился ведущим новостей и новостных передач. И день твоего первого эфира. Волновался? Сейчас, если честно, трудно вспомнить. Волнение, скорее всего, было, но, скорее всего, оно было до эфира, потому что во время эфира совсем не до волнения, там мозг сконцентрирован совершенно на других вещах и занят работой, и тем, что ты говоришь, и тем, что нужно сказать. Забавно то, что первый же эфир именно на телеканале Якутия-24 лично у меня произошел в прайм-тайм в 19 часов вечера. Для тех, кто, может, не так часто смотрит наш телеканал или не видит различия между выпусками новостей, выпуски в прайм-тайм, они всегда длиннее, сложнее технически и имеют фиксированное время. То есть ты не должен перебрать ни на секунду в большую либо в меньшую сторону. И такого формата выпуски новостей я не вел до этого никогда. Все произошло в первый раз. Плюс ко всему мы на тот момент переехали в другую студию. Для нас было все в диковинку, для нас было все необычно. То есть расположение камер совершенно другое, антураж совершенно другой, свет другой. И появился ушной мониторинг. Теперь мы могли слышать, что происходит в аппаратной. И если что-то шло не так, если не подгружалась картинка или не подгружалось видео, или происходили какие-либо другие проблемы, мы это тоже слышали. Что больше, назовем это суетой, наводило суету лишнюю. Но, тем не менее, 1 февраля прошли все выпуски довольно хорошо. По крайней мере, для первых разов мы все остались довольны и все были рады, что у нас получилось. Так прошел первый день. Есть такое выражение «магия телевидения». Испытывал ли ты ее когда-нибудь? Если речь идет про узнаваемость, и да, и нет. Больше всего лавры узнаваемости забрала моя мама. Я родом из поселка, и моя мама до сих пор живет в поселке. И когда я только устроился на телеканал и работал, там постоянно люди, знакомые к ней, подходили и говорили: вот, твоего сына видели на телевидении, как он туда попал, как там работается, расскажи, что там, как. Где-то хвалили, где-то делали замечания, мама потом мне их передавала, поэтому это своего рода было своего рода такое общение со зрителями. Очень, очень удобно получалось, вот. Но мама всегда была горда тем, что так происходит и оказывается такое внимание ей и ее сыну. Сам ощутил в небольшой буквально степени. Ездил на общественном транспорте, передвигался и в автобус, когда заходишь, нет-нет, да какой-нибудь человек на тебя пристально смотрит с мыслью, что, видимо, он тебя где-то видел, и он на тебя долго и упорно смотрел, видимо, вспоминая, где он тебя мог видеть. Мы все же новостники, и не работаем в основном, работаем с новостями в деловом формате, не с развлекательным контентом. И мы особо людям не запоминаемся, потому что нас, скорее всего, смотрят фоном. Но на подкорке где-то откладываемся, наши лица, голос, возможно. И поэтому у человека неподготовленного, когда он вдруг где-то видит телеведущего, видимо, возникает такой вот диссонанс, и он не может вспомнить, где он тебя видел. В остальном нет. А чем тебе особенно запомнилась работа на канале Якутия-24? Может быть, какую-то историю вспомнишь? Воспоминаний много. К счастью, работа на телевидении — это не та работа, где каждый день похож на предыдущий. Каждый день происходило что-то новое, что-то интересное. Запомнилась своя передача «Новости IT». Там впервые себя попробовал в качестве человека-оркестра. То есть и сам себе ведущий, и сам себе редактор, и сам себе продюсер, и потом еще в дальнейшем и сам себе режиссер монтажа. Перед звонком, перед созвоном с вами пересмотрел один из последних выпусков с моим участием. До сих пор смотрится хорошо, как минимум не стыдно. И несмотря на то, что теле- и интернет-форматы передач и новостных выпусков шагнули далеко вперед с тех пор, как я ушел с телевидения, он смотрится до сих пор неплохо. И, скажем так, я горд этой передачей до сих пор.
Хорошие воспоминания остались с командировок. Ездили на Чаиндинское газоконденсатное месторождение на запуск «Силы Сибири». Довольно масштабное событие было. Запомнились «Дети Азии» зимние, когда мы их освещали, ездили, привезли очень много репортажей с собой. И запомнилось первое день рождения телеканала. 1 февраля 2019 года. Тогда мы первый раз попробовали формат стримов. То есть, когда идет прямой эфир, и люди могут в прямом эфире задавать вопросы. Мы в течение 3 часов с ведущим YouTube-канала «Клевая рыбалка» Вячеславом Бродниковым ловили рыбу, общались и отвечали на вопросы телезрителей. Ну, в мороз, все как полагается, на реке. Удивительно, что день рождения проходило в пятницу, а пятница — это не самое лучшее время для эфиров в плане просмотров, потому что люди после тяжелой трудовой недели обычно проводят время с семьей, либо отдыхают где-то в другом месте, либо поездки какие-то устраивают. В общем, телевизор они не особо хорошо смотрят, но тогда был онлайн очень хороший, и вопросов пришло столько, что мы за 3 часа рыбалки не смогли ответить на все вопросы телезрителей. И это оставило действительно хорошее, приятное воспоминание. А сейчас твоя жизнь как-то связана с телевидением? Иногда пересекается, крайне редко, скажем так, по касательной. В целом, когда покидал телеканал, желания заниматься тем же самым не было. Потому что телевидение — это творчество, а в творчестве главное — это коллектив. Люди, с которыми ты творишь, создаешь, ведешь. И мне с этим повезло. Поэтому и проработал так долго, и если бы не переехал в другой город, то работал бы, скорее всего, до сих пор. Также, когда начинаешь вместе со всеми, например, телеканал, то ты вносишь свою лепту в это. Ты не приходишь в устоявшийся коллектив, ты не приходишь на устоявшиеся правила, ты, как и все остальные, сами создаете эти правила. И это здорово. Ты можешь больше самореализоваться и можешь больше идей привнести в общее дело. Шанс, что так повезет еще раз, очень и очень низок. Поэтому не уверен, что когда-нибудь снова столкнусь с телевидением. Тем не менее, никогда не говори никогда. Всякое может быть. И может быть, когда-нибудь окажусь снова перед телекамерой. Всякое может быть. Спасибо. Коллеги, спасибо вам. Рад был всех увидеть. Еще раз с днем рождения и всем всего доброго. Всегда элегантная, покоряющая своей улыбкой и непередаваемым тембром голоса, одной из главных звезд канала была ведущая Анастасия Кобузева. Сейчас Настя работает на Первом канале и охотно дала интервью нашим коллегам из московского филиала. В эфире телеканала «Якутия-24 новости». В студии Анастасия Кобузева. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Но я же ведь не сразу стала вести новости. Сначала меня пригласили, и я вела рубрику «Чрезвычайные происшествия», работала корреспондентом где-то полгода. А потом в один прекрасный день мне звонит редактор и говорит: ты сегодня нарядись как-то получше и причешись. Я сначала думаю, что они там задумали. Прихожу, а мне говорят: в эфир сядешь. И пугают меня, говорят: прямой. Но я-то понимаю, что это будет ужасно. Но человек, который никогда не сидел в эфире, что он там может сделать, рассказать? И я даже помню, как я выглядела. Я даже помню, как я причесала волосы. Вот примерно вот так. У меня была какая-то ужасная синяя рубашка, ужасный синий жилет. Что было, как говорится. Но это была запись, все-таки не прямой эфир, но я помню, как я нервничала. Я прям чувствовала, как у меня горит лицо, прям в эфире. Но ничего, первый эфир прошел, посмотрели, сказали: девочка может. Ну и так вот почти 1,5 года я проработала в качестве ведущей новостей на телеканале «Якутия-24». Все эфиры, они как-то необычно у нас проходили. Если можно будет употребить это слово, без косяков, можно сказать, никогда не обходилось. Интересный был эфир, когда мы отмечали 2-летие телеканала. Мы все ведущие вели новости с разными известными личностями. Например, я вела дневные новости
новости с министром промышленности. Я это сейчас помню. Я помню, как у нас было буквально 30 минут, и я ему объясняла, что нужно делать, как надеть микрофон, как себя вести. Мы распределяли роли, кто что будет рассказывать, кто что будет читать. Вот это был интересный эфир. Но самое, вот что я никогда не забуду, я рассказываю всем, это однажды к нам приехал известный фэшн-дизайнер. Я не помню уже имя, но это не важно. И мы с ней так долго общались, это было актуальное интервью, я задавала ей вопросы. Мы так с ней заболтались, что уже было время 15 часов и следующий эфир. И мы с ней закончили за 30 секунд до эфира. Она убегает, я быстро встаю, начинаю снимать, и подбегает Вася Радченко. Он должен был принять эту эстафету и начать эфир. И вот это были мгновения, и мне все быстрее, 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 быстрее. И Вася быстро надевает микрофон, садится, а я не успеваю убежать и просто падаю под стол за ним, прям за его спиной. Я так сидела, пока там не начался сюжет. Но это правда было, это было правда, но это драйв, и ради этого, мне кажется, и стоит работать на телевидении. Все знают, все, кто работает на телевидении, они знают, что есть два типа людей. Камера кого-то любит, а кого-то нет. Но это вот так. Это правило телевидения. Кого-то любит камера, кого-то нет. Ну, значит, наверное, может быть, меня камера любит. Но на самом деле нет никакого секрета. Ну, вот правда нет. Наверное, это молодость. И это спасибо большое нашим гримерам, которые стараются сделать нас чуточку лучше. Телеканал «Якутия-24» — это большая школа жизни и школа телевидения. Это такая стартовая площадка для любого корреспондента, ведущего. Благодаря вот этой стартовой площадке вы можете, так сказать, перейти в большой мир телевидения. И это ведь это правда, это чистая правда, потому что все люди, которые вот сейчас там работают, они же все сразу сюда не приходили. Это правда. Это люди, корреспонденты, ведущие, это люди, которые работали в своих маленьких городах, в своих регионах. Их заметили и пригласили вот сюда. Но со мной произошло так же. Со мной произошло точно так же. Кто-то случайно меня увидел, сказал, какая хорошая девочка, и меня пригласили. Поэтому, конечно, Якутия-24 это школа. Это школа. Вова, ну ты один из тех людей, которые всегда за кадром, а не в кадре. Вот, тем не менее, от которых напрямую зависит качество эфира, то, что зритель буквально увидит на картинке. Расскажи вот для наших зрителей, кто такой главный режиссер канала, чем он занимается. В должность главного режиссера канала Якутия-24 я вступил год назад. В мои обязанности входит управление персоналом, да? Вот, то есть другими режиссерами. Контроль качества проектов, которые выходят на нашем канале. Ну, вот в эти слова работа над качеством, что входит? Вот недавно у нас стартовал проект «Танцуй», танцевальный проект, который выходит в прямом эфире каждое воскресенье. И мы там очень долго работали, думали, как красиво оформить, какие кадры, планы выставлять. И в итоге у нас, вроде бы нормально получилось. Ну и вот мы с тобой сидим в этой зеленой студии. Вот, расскажи, пожалуйста, или лучше покажи, как она работает. Ну, мы сидим в зеленой студии, и потом по волшебному щелчку, вот так вот, мы с вами оказываемся в виртуальной студии. Мы можем оказаться вообще где угодно. Да, то есть локации могут быть совершенно разными. Все зависит от графиста, то есть мы ограничены только фантазией графиста. И то есть мы с вами сможем оказаться либо в космосе, под водой, или другие там локации, все что угодно. Чтобы нарисовать с нуля, наверное, я думаю, где-то пару недель точно ему понадобится. А есть тут какие-то особенные правила? Ну, там, не знаю, нельзя руку поднять вверх. Да, есть ограничения. Так как студия у нас зеленая, ограничения в одежде. То есть нельзя одевать зеленый цвет. Да, то есть если бы я пришла в зеленом костюме, то мы бы увидели... у вас только голова... Голова и руки только. Да, голова и руки только были видны. Ага, зеленый цвет, потом близкие оттенки к зеленому, то есть желтый нельзя, еще голубой тоже нельзя, ярко-голубой.
то есть они тоже вырезают. Тоже пропадают. Да. Ага. Еще ограничены, вот, например, руку поднимаю, оп, у меня рука пропала. Ага, по кадру, и вот так тоже. Вот так вот. Я тоже так могу Да. сделать. Вот так вот. Ага. То есть мы ограничены, вот есть определенная рамка, которую камера видит, и за эту рамку мы не можем выходить. Ну вот эта студия была давней мечтой для канала. Ну, то есть мы про нее давно слышали, что вот она появится, вот она должна появиться. Вот расскажи, как все начиналось вообще. В самом начале, когда эта студия только в проекте была, над ним работал наш главный режиссер Михаил Иванович Неустроев. И он начинал этот проект, и потом, к сожалению, его не стало. И должность главного режиссера вступил я, и, получается, уже закончили этот проект. Ну, «Зеленый стол». Да, доработали, ага. Я считаю, что планы Михаила Ивановича уже, ну, мечты уже были исполнены. Я так думаю. И вот наша студия АСП-3 носит имя нашего главного режиссера Михаила Ивановича Неустроева. Память о нем. Да. Ну, то есть на самом деле это, ну, мне кажется, лучший памятник вообще Да. человеку, да, это то, воплощение того, над чем он трудился, да. чего он хотел достичь. Ну, помимо «Утра Якутии», что ты сейчас снимаешь? Тут снимали концерт новогодний, который выходил 31 декабря. Да, 2 года назад мы снимали фильм, тоже на «Зеленке». Назывался «Новогодняя открытка». Может, видели, наверное. Конечно. Ага. И тоже полностью отснято на «Зеленой студии», потом через программу «Оксиметрии» обработали. И, ну, в эфире выходило. Тоже надеюсь, что эта студия дальше будет нас, зрителей, радовать. Туяра, ну не так давно «Якутия-24» начала превращаться из чисто информационного телеканала в информационно-развлекательный. Ровно 2 года назад, тоже в этот же день, 1 февраля, вышел первый развлекательный проект «Утро Якутии». Вспомни, пожалуйста, как это было. Это было очень спонтанно, потому что, как помнишь, мы сидели во время пандемии дома, работали из дома, и вышли 9 января на работу, и руководство нам поставило задачу. У нас будет собственный утренний эфир, будут развлекательные программы, другие проекты, и давайте это делать, и стартуем мы 1 февраля. Для нас это был, конечно же, шок. Мы, значит, судорожно начали собирать команду, кто этим будет заниматься, как это будет выглядеть. Ну, примерно мы знали, как должна строиться утренняя программа, потому что все-таки аналог был, на НВК Саха выходил новый день. Но мы придумали, так как мы были нацелены уже на своего зрителя, это делать для нашего зрителя, ну, что-то такое, что нас самих волнует, что нас интересует. И поэтому всегда, когда мы выбираем там темы и так далее, ну, есть у нас и обратная связь, мы спрашиваем своих зрителей, что бы вы хотели увидеть, какие темы вам интересны, да. Ну и я всегда говорю это своим коллегам тоже, особенно молодым, то, что кроме того, что мы подаем информацию, чтобы она была не только интересной, полезной, да, но и она должна быть вдохновляющей. Ну, Валентина, огромную роль, конечно, в работе информационного телеканала играют филиалы. Вот, расскажите, сколько филиалов, как они работают? У нас 19 филиалов и 1 корпункт во Владивостоке. В первую очередь они нам обеспечивают новостной контент. Каждый день у нас начинается с планерки. И, в общем-то, у нас есть своя рабочая таблица, которую они заполняют уже утвержденные планы. А у них есть какое-то соревнование между собой и филиалами? Мы, как правило, по итогам недели подводим итоги, кто как отработал. И, конечно, филиалы все стремятся к тому, чтобы попасть в список
лидеров, нежели аутсайдеров. Но, конечно, это работа, и она не всегда бывает такой гладкой. Бывает, что сегодняшний лидер на следующей неделе может оказаться в аутсайдерах. Но у вас сейчас есть возможность кого-то прям публично похвалить, какие-то филиалы? Да, я с удовольствием это сделаю, потому что у нас по городам, допустим, у нас побольше работников в филиалах. Допустим, в Нерюнгри у нас на сегодня работает 7 работников, и, естественно, они у нас выдают побольше новостного контента. А также я хочу отметить также работу московского филиала. Там у нас есть, работают большие профессионалы, в том числе оператор-монтажер Виктор Олесов, человек, на которого, можно сказать смело, должны равняться многие наши сотрудники. Помимо новостной повестки, филиалы также делают передачи, репортажи, и как бюджетная организация, они все работают по госзаданию, у них у всех есть план, и все филиалы стремятся к тому, чтобы выполнить свой план качественно и вовремя. Это хорошая традиция у компании ежегодно проводить семинары для работников филиалов наших. Мы приглашаем в первую очередь руководителей, шеф-редакторов и приглашаем также наших новых коллег, которые в первую очередь для них важно здесь поработать, почувствовать, что называется, и научиться. Наши коллеги из филиала всегда очень рады встречам, обучению и перенятию опыта, прежде всего, друг у друга. Они у нас люди-универсалы, то есть оператор, он же и монтирует материал, а корреспондент иногда может сам взять камеру, сам пойти отснять материал и прийти, все это дело смонтировать и отправить. Люди-оркестры. Специфика работы наших филиалов вот именно в этом. Конечно, это лишь малая часть тех людей, кто работал и работает на канале «Якутия-24». В рамках одной программы трудно показать и рассказать обо всем коллективе канала, но, безусловно, каждая из них – это яркая, неординарная личность. Именно поэтому телеканал получил признание и верных зрителей. 5 лет – это самое начало длинного пути, и мы еще не раз увидимся в эфире. Это была программа «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.